Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлемдестер, қалайсыздар? Күнілкілеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан, которая, в свою очередь, хочет вас всех научить читать по-казахски. Если вы вдруг захотите дальше изучать казахский язык, я считаю, что именно чтение вам в этом поможет. Потому. Итак, сегодня у нас с вами новое словосочетание. Вот из этой вот книженцы, да? Ничего сама не придумываю, просто беру книгу и учу вас читать по-казахски. И сегодня мне показалось интересным разобрать с вами следующее словосочетание. Даос баспа вәкілет тігі. Даос баспа вәкілет тігі. И что это означает? А это означает следующее. Агентство печати Даос. И вот в данном случае вы в кавычках видите Даос. Вообще Даос переводится голос. Но в данном случае название не переводится. Вот такая вот магия. Давайте скорее научимся все это читать. А в любом случае, переводится или нет, нам нужно научиться это читать. Да? Первое слово Даос. Да, дау, Даос. В принципе, ни одна буква не теряется и читается ровно так же, как написано в алфавите. Просто помним о том, что буква «ы» в казахском алфавите читается очень коротко. Она только начала произноситься, тут же закончилась. Вот так вот примерно, да? Даос. Даос. Второе слово баспа. Баспа тоже ничего сложного. Ударение на последний слог и собственно, все. Как пишется в алфавите, так и читается, собственно, в слове. Поехали дальше. Слово вәкілет тігі. Вәкілет тігі. Вәкілет тігі. И здесь вот именно первые буквы достаточно проблематично звучат. Даже я, казалось бы, которая хорошо умеет читать по-казахски, я всегда хочу прочитать эти буквы наоборот. Не «вә», а сейчас я уже запуталась. А «ау». Так проще почему-то, да? Язык так устроен. Но нам нужно привыкнуть, что здесь мы начинаем читать с буквы «у». «У-э», «у-э». И произносится, каждая буква «у-э», «у-э». Как прочитать букву «э», «э»? Вообще за основу нужно взять букву «я». Но если мы прочитаем через «уя», будет неправильно от слова совсем. Вот, мы должны именно букву «э» научиться произносить. Для этого произнесем букву «я», например, в слове «няня». Да? Уберем согласную и заметим, что буква «я» звучит как то есть и краткое, которое изначально слышится в букве «я», не слышится, когда мы убираем согласную, да, в слове «няня». Буква «я» звучит как у-э, 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 вәкілет, вәкілет, вәкілет. Дальше во втором слоге стоит палочка с точкой. Это нечто среднее между буквами «ы» и «и». По мягкости буква «ы» — это очень твердо, вәкілет, да? Буква «и» — это очень мягко, вәкілет. Тоже неправильно. А вот палочка с точкой — та самая мягкость, которая нам необходима. Вәкілет. Вәкілет тігі. Вәкілет тігі. Снова палочки с точкой, которые вы знаете, как произносить. Нечто среднее между буквами «ы» и достаточно коротко звучит. Вәкілет тігі. Даос баспа вәкілет тігі. Дамы и господа, я надеюсь, вам понравилось смотреть мои видики. Если да, то увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан и ее волшебная кнопка, которая тоже учится читать по-казахски.